эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Глава Якутии и министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин обсудили возможность включения строительства Ленского моста в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Комплексный план необходимо дополнить проектами, позволяющими обеспечить повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. И таким объектом является мостовой переход через реку Лена в районе города Якутска, считает Айсен Николаев. Включение моста через реку Лену в комплексный план позволит вовлечь в хозяйственный оборот страны с круглогодичным транспортным доступом колоссальные пространства с ресурсами общемирового значения, выразил уверенность руководитель региона. Отмечу, что в настоящее время уже ведется проработка вопроса о реализации проекта на основе концессионного соглашения. По итогам встречи Максим Орешкин дал профильным заместителям министра поручение доработать с правительством Якутии окончательные расчеты ожидаемой экономической эффективности от реализации проекта строительства Ленского моста. Якутия вошла в число регионов России, в которых отмечают естественный прирост населения. По данным Саха-Якутия-Стата, естественный прирост населения в республике с января по октябрь 2018 года составил 4720 человек. За указанный период в республике всего родилось 11260 человек. Число умерших достигло 6540 человек. Отметим, что число родившихся превысило число умерших в 1,7 раза. В целом по стране наблюдается же негативная тенденция. За 11 месяцев 2018 года смертность превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах, сказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, выступая во вторник на сессии Гайдаровского форума. Комитет по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации рекомендовал первому чтению проект федерального закона, стимулирующий добычу редких металлов. По мнению депутата Госдумы от Якутии Галины Данчиковой, законопроект прежде всего коснется таких регионов, как Якутия. Территория площадью в 3 миллиона квадратных километров может стать одним из потенциальных лидеров России по добыче редкоземельных металлов. И все потому, что Оленёкский, Устьянский и Тампонский районы республики богаты месторождениями ниобия, рассыпных редких земель и серебро-полиметаллической руды, которые будут вводиться в эксплуатацию в ближайшей перспективе. Принятие закона связано с усилением государственной поддержки перспективного сектора экономики. Предлагаемые проектом федерального закона новые нормы направлены на стимулирование добычи редких металлов. Так, ставка НДПИ, применяемая при добыче редкоземельных руд, может быть снижена практически в 2 раза. Законопроектом предусматривается и применение понижающего коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов. Новые нормы закона могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года, отметила Галина Данчикова. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал поправки об автоматическом дистанционном отключении жилых домов от газоснабжения в случае обнаружения утечки газа. Руководитель региона считает оправданным внесение поправок в жилищное законодательство, которое предусматривает такую возможность. Я считаю, что эти меры оправданы. Когда я был мэром Якутска, во всех современных домах, где использовался газ, были в обязательном порядке установлены газоанализаторы. Мы считаем, что их надо ставить и в домах, которые были газифицированы десятилетия назад. Там, где есть нормальные управляющие компании, ТСЖ, такие вопросы решаются. Трагедии, связанные с газом, в основном происходят из-за плохой работы управляющих компаний и из-за низкой персональной ответственности за наше имущество, сказал глава Якутии. Реализация якутского ТОР в Арктике позволит привлечь 24 миллиарда рублей инвестиций и создать около 1700 рабочих мест. В данное время власти Якутии дорабатывают концепцию создания ТОР по добыче и переработке полезных ископаемых на северо-востоке региона. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев в кулуарах Гайдаровского форума. Напомню, что проект носит рабочее название «Недропользование и ресурсопереработка». Уровень общей безработицы впервые снизился в Якутии и составил 6,9% от численности рабочей силы. По сравнению с 2017 годом снижение произошло на 0,2%. Об этом сообщил председатель Госкомзанятости населения Якутии Степан Москвитин.
Впервые этот показатель снизился и составляет теперь менее 7%. Это хороший показатель, и нам нужно не только удержать его, но и работать на дальнейшее снижение. До 2024 года стоит задача трудоустроить в промышленные предприятия не менее 20 тысяч человек, постоянно проживающих в республике, снизить уровень общей безработицы до 6,7% и повысить численность работающих граждан с инвалидностью трудоспособного возраста до 50%, сказал он. Ниренгринская ГРЭС направит 771 миллион рублей на реализацию ремонтной программы 2019 года. Это на 104 миллиона больше финансирования предыдущего года. Средства предназначены для ремонта основного и вспомогательного оборудования Ниренгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ. На сегодняшний день большая часть необходимых материалов и оборудования для выполнения работ закуплены, они поступают на центральный склад Ниренгринской ГРЭС. Заключаются договоры с подрядными ремонтными организациями. Большой объем работ коллективу филиала предстоит выполнить с марта по сентябрь. Основная нагрузка ляжет на персонал котлотурбинного электрического цехов, район тепловых сетей, сказал директор филиала Ниренгринская ГРЭС Алексей Старцев. Якутская топливно-энергетическая компания с 14 января повысила цены на топливо. С понедельника стоимость литра АИ-95 составила 52 рубля. Повышение цен на топливо связано с увеличением стоимости акцизов, НДС до 20% и транспортных расходов. Американская компания Tiffany активно интересуется возможностью закупки у Алросы мелких алмазов для собственной огранки и последующего использования в собственных ювелирных изделиях. Tiffany имеет собственные ограночные предприятия и является долгосрочным клиентом Алроса по покупке алмазного сырья. Как сказал заместитель генерального директора Алроса, член единой сбытовой организации Юрий Акаемов, интерес американской компании доказывает тот факт, что для крупнейших ритейлеров гарантия природного происхождения бриллиантов – вопрос сохранения репутации, заработанной за долгие десятилетия. Компания Tiffany принципиально не использует синтетические бриллианты даже в мелкой бриллиантовой обсыпке. И сейчас их тоже сильно волнует проблема подмеса синтетики в натуральное сырье. Такая щепетильность производителей украшений в отношении выбора материала для изделия доказывает, что настоящее сегодня имеет огромную ценность, сказал он. В целом Алрос рассчитывает на восстановление спроса на мелкое сырье в первом квартале этого года, но его доля в продажах увеличится. В 2018 году спрос на мелкое сырье сильно сократился. Алросе даже пришлось корректировать прогнозы по реализации. Алмазодобытчики были вынуждены также снизить цены по уязвимым позициям. По оценкам Rapaport Research, цены на мелкое сырье упали в 2018 году на 20%. Одна из причин коррекции цены на мелкие алмазы – это опасность замещения природных камней синтетическими. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.